Тут недавно Хамзат Чимаев проехался туром по европейским странам и встретился с различными спортсменами, чеченцами, живущими и тренирующимися здесь, в европейских странах. Из-за обширной географии этого тура и многочисленных встреч, есть основания предположить, что Хамзат Чимаев не из спортивного интереса провел этот тур и эти встречи. Вот эти спортсмены, они здесь подписаны. И это разные страны. Кто-то живет и тренируется во Франции, кто-то в Германии, в Бельгии, Норвегии, в Швеции, в общем, во всех этих европейских практически странах. Я провел некое расследование, то есть некоторые справки по этим спортсменам навел, и по некоторым этим спортсменам дается хорошая характеристика. И у кого-то там брата убили, дядю убили российские военные, кто-то пострадал непосредственно от этих представителей оккупационного режима. В общем, из-за того, что есть среди этих спортсменов есть те, кто в принципе неизвестен какими-то там плохими характеристиками, поэтому я хочу сделать сегодня это обращение. Смотрите, вы, может быть, решите, что я преувеличиваю, слишком нагнетаю краски, говоря, что Хамзат Чимаев там не просто так приезжал, не просто так с вами встречался. Вы наверняка, кто-то из вас может подумать, да, что ты, Тумсо, преувеличиваешь. Мы просто приехали там вместе, потренировались, где-то посидели, попили чай. Мы там далеки от политики, мы особо этим не интересуемся. Поэтому, приехал человек, там, сфоткались с ним. Смотрите, с самим Чимаевым я вам расскажу, как эта история развивалась с самим Чимаевым. Чимаев здесь, в Швеции, был вообще известен как такой радикальный муслим, игиловец. В свое время, когда ИГИЛ был на рассвете своем, Чимаев открыто здесь, живущие в Швеции чеченцы это знают, любой вам это подтвердит, он здесь газовал за ИГИЛ. Он здесь возникал людям за то, что они не присягают Абу Бакру аль-Багдади, там, не дают ему присягу. Понимаете, этот человек был на таких убеждениях. И когда первые его выступления там, в ММА и первые контакты с Кадыровым произошли, когда, помните, Чимаев был в Америке, и там что-то по WhatsApp Кадыров с ним провел эфир, тогда здесь чеченцы, живущие здесь, знающие, общавшиеся с Чимаевым, встретились с ним и с его братом. И как бы предъявили ему за это, что за дела, ты что, с Кадыровым начал общаться, ты что, хочешь как-то, значит, взаимодействовать с ними. На что его брат родной, который Саид, он сказал: о чем вы говорите? Это люди, которые убили Кану Афанасьева. Кана Афанасьев — это чеченец, депортированный из Швеции в Россию. И как только его депортировали, кадыровцы похитили его прямо из дома, из селения Эль-Нюрт, Натеречного района. Они его похитили и убили, и привезли тело, отдали родителям. Это такая резонансная история, которая после этого здесь в Швеции поднимался этот вопрос. В общем, этот Кана Афанасьев был близким другом Чимаевых, их братом. И вот этот вот родной брат, старший брат Чимаева, тогда этим чеченцам говорил: о чем вы говорите? Они убили нашего брата Кану Афанасьева. Вы что думаете, мы им это простим? И сейчас и этот родной брат Чимаева, и сам Чимаев не просто там уехали, живут в Чечне, не просто стали там спортсменами клуба какого-нибудь кадыровского, они стали типичными кадыровцами, типичными вот этими ахматовцами. Они даже разговаривают, посмотрите, как стал разговаривать Хамзат Чимаев. Его манера, его речи, он полностью уподобился им. Понимаете, как это происходит?
Поэтому сегодня, конечно, он вам в лоб не скажет ничего. Он не скажет вам в лоб: я хочу здесь там организовать какую-то, стать здесь вторым Дугазаевым, собрать спортсменов под свое крыло, и чтобы мы здесь, чтобы я здесь был в Европе представителем Кадырова, и у меня была тут своя, значит, группировка, сформированная из спортсменов чеченцев, там, не только чеченцев. Конечно, он вам это так не скажет. Но сегодня он с вами, он приехал с вами какую-то поддержку, там где-то кто-то выступал, он поприсутствовал, вместе вы сфоткались, где-то посидели, покушали. Он вам закинул какие-то начальные темы, какие-то там объяснения вам что-то дал. Вы наверняка говорили по поводу его взаимоотношений там с Кадыровым и так далее. Он вам что-то как-то там попытался объяснить. Сегодня так. С ним это тоже так было. Ведь сначала были просто там какие-то контакты, просто в эфир вышел, просто поехал домой. Понимаете, как поэтапно это происходит. Но завтра вы уже очнетесь в моменте, когда уже обратного пути нет, вы полностью погрязли в трясину, понимаете? Туда нельзя войти чуть-чуть, нельзя вот так просто взять пальцем от ноги туда вот так окунуть, в эту трясину, в болото, вытащить, потом так пальчик почистить, не получается. Ты туда засовываешь палец, трясина тебя по колено, потом по таз и полностью тебя погружает в себя. И ты потом, когда ты очнулся, ты уже разговариваешь вот так вот, как они. Уже не можешь как-то членораздельно предложение даже составлять. И уже ты уже должен кричать, что Ахмат это сила, ты уже что-то там палец вверх поднимаешь. Понятно, ты уже какие-то публикации в Инстаграме должен делать, какие-то дни принятия Конституции какой-то российской, там, дни рождения Кадырова старшего, младшего. Понимаете, вы хотите, не хотите, вы оказываетесь в этой ситуации. Поэтому я сейчас делаю это обращение для тех, кто пока не оказался там, кто не окунулся в эту трясину. Вас сейчас пытаются уже в эту тему привлечь. Задумайтесь об этом сейчас. Посмотрите на судьбы тех людей, тех спортсменов, которые в свое время вот этот вот момент упустили, когда их только начинали обрабатывать. Посмотрите там, на Тайсумова, на других. Эти ребята сами себя сделали. Они были действительно перспективными спортсменами. Им не нужен был ни Кадыров, ни вся эта тема. Они и так нормально выступали бы, побеждали бы, где-то проигрывали бы, но чтобы вот до того момента, что Кадыров их заметил, они сами себя сделали. И из-за того, что они после того, как они себя сделали, они не смогли вот этот вот момент их окутывания Кадыровым, они не смогли его понять и отмежеваться от него. Из-за этого они погубили и свои карьеры спортивные. Где сейчас, кто из них сейчас выступает, вы слышали что-нибудь? Они и карьеры свои спортивные загубили, и жизни. Среди достойных людей они больше не будут иметь ни слова, никакого веса. Они перестали быть рукопожатными, понимаете? А начиналось все с таких мелочей. С вами произойдет то же самое, если вы не остановитесь вовремя, если вы не прочувствуете этот момент. Я искренне желаю того, чтобы те хорошие ребята из вас, чтобы они не стали нерукопожатными, чтобы они не загубили ни себя, ни своей жизни, ни свои спортивные карьеры. Поймите этот момент, его сейчас лучше поймите и полностью отсеките эти попытки. Если вы сейчас на раннем этапе отсечете, завтра вы не окажетесь в безвыходной ситуации. Вчера, 24 февраля, в Стокгольме, боец ММА Байсангур Макаев после одержанной им победы в состязании обернулся в кадыровский флаг, а рядом, как вы видите, стоит Хамзат Чимаев. Именно это нужно от вас Чимаеву. Именно для этого его прислали сюда, его хозяева. Для того, чтобы продвигать среди спортсменов кадыровскую пропаганду и делать из спортсменов, из вас, кадыровцев. Поэтому будьте осторожны.